я к мудрости небесной прикоснусь и все оставлю у ее порога. В лесную глушь меня ведет дорога, там я умру для мира и проснусь. Может быть, кто-то из наших телеприхожан, наших уже испытанных временем друзей, помнит, о чем мы сегодня с вами задумали поговорить. Дело в том, что современный человек отличается крайней рассеянностью, невнимательностью, сбивчивостью в понятиях и часто едва лишь в одно ухо что-то вберет, из второго тотчас выпускает. Таков уж наш век, о котором предсказала знаменитая русская певица. «Ах, как кружится, кружится голова, как голова кружится. Все, что было не со мной, помню, по зеленому иду полю». Мы, дорогие друзья, с вами в прошлый раз говорили о том, как прекрасно пред Богом терпение, которое отличает рассудительных и мужественных учеников Христа Спасителя. Это не терпение язычника, сжавшего зубы, с презрением взирающего на своих врагов и решившегося лучше умереть, но не сдать собственные честолюбивые позиции и не отказаться от своих амбиций. Терпение христианина предполагает понимание человеческих сердец. Грешника люби, а грех, который в нем скрывается, ненавидь, говорит святой Иоанн Кронштадтский. Мы, христиане, похожи на врачей, хирургов или терапевтов, которые умеют отделять пшеницу от плевел и, отвращаясь от грехов и страстей в себе и других, стараются проявлять великодушие, снисхождение, терпение, остаются приветливыми самыми недругами своими. Итак, сегодня терпение передает эстафетную палочку великодушию. Давайте вникнем в это слово, которое практически не употребляется современниками. Великодушие, великая душа. А в чем оно, величие души? Может быть, рассуждать удобнее от противного. Помните, наверное, такое словосочетание «мелкая, ничтожная душонка». В чем эта мелочность? Наверное, в длинной памяти в отношении нанесенных человеку обид. Несчастная склонность помнить все дурное и худое, что только мы не встретили на своем пути. Я встречал таких детей неблагодарных, которые, доживя до седых волос, пеняют родителям за грехи и недостатки взрослых в отношении к ним, детям, хотя поезд уже ушел, и воды утекло уж как 35 или 40 лет. Нет, это не великодушно, стыдно и гадко припоминать уже немощной матери, как дитя было оставлено без попечения, а мама, чем-то земным увлекшись, передала ребенка на руки бабушке, а бабушка не имела той любви и внимания, которые предполагаются в пожилых людях, и дитя, сидевшее одно в углу, обидевшись на целый свет, затем 40 лет спустя начинает выговаривать матери за этот поступок. Великодушие, конечно же, в короткой памяти на все худое. Успеть бы всем все простить, успеть бы всех пожалеть, покрыть бы все милосердием, как море,
накатывая на пологий берег, своими волнами покрывает рытвины, ухабы, водоросли и вновь делает прекрасной окрестность, которая во время отлива представляется совершенно иной. Вот великодушие, оно, как правило, людям свойственно бывает уже в зрелые годы. В молодости мы бываем настолько уязвимы, настолько прилипчивы ко всему нехорошему, взвиваемся, словно сивка-бурка, вещи, каурка, от любого заковыристого слова, сами напоминаем с собою осу, или более того, осиное гнездо. Только приблизься к нему, тронь его, и оттуда, как из жерла, вылетают шершни, осы. Мы меняемся даже внешне, когда пеняем ближних за их неосторожные и, может быть, не совсем приветливые по отношению к нам слова. А вот пожил, немножко успокоился, понял, что такое хорошо и что такое плохо. Жизнь, дорога, имеющая конец. Однако, шествуя по этой дороге, ты понимаешь только любовь. Любовь, она единая составляет вечное неотъемлемое достояние человеческой души. И право, как обидно, как неразумно и как горько разменивать эту короткую жизнь на гнутые медики и черепки всяких обид и злословий, и контроверзий, и каких-то препирательств, и припоминаний всего, что было с нами нехорошего по вине ближних или дальних. И напротив, как легко, как радостно, как разумно, как свято и как угодно Богу, не оглядываясь назад, простираться вперед, дабы видеть, как прекрасен мир, и хороших людей в нем немало. И таким образом начинать каждый новый день с чистого листа, шествовать по нему великодушно тропой бескорыстной любви. А в чем еще недостаток великодушия? Как ни странно, даже в делах покаяния. Встречали ли вы, друзья, а я встречал, себя вспоминаю, в юности, как уже опознав, признав за собою собственную греховность и несовершенство, я стремился достаточно часто исповедоваться, но как при этом унывал, если волею-неволею повторялся запинавший меня грех, как от всякого падения приходил в уныние, с кислой физиономией огорчал своих сродников, приходил мрачнее тучи в Божий храм, вызывая даже внимание окружающих. Ну что, Артемий, ты повесил нос, праздник на дворе. Кому праздник, а у меня черным черно, опять его греха, как в шелках. Эх, брат, было бы у тебя смирение, то и поневоле согрешив, ты тотчас призван возвести очи к небу с молитвою: «Отче, аз яко человек согреших, ты же яко Бог щедр помилуй мя». Вот оно великодушие, упав, не расшибиться в благой надежде на милующую руку Господню. Боженька соломку-то подстелит, и если согрешив, ты тотчас, обжегшись, оспарившись, будучи укушен грехом, как дитя встанешь на свои нетвердые ножки и побежишь туда, где Небесный Отец уже простирает свои объятия. Боже, дай мне великодушие. Великодушие заключается таким образом в сознании собственной немощи, в признании себя человеком далеко не совершенным, и поэтому нуждающимся в каждую минуту и секунду своего бытия в поддержке свыше. Великодушный, согрешив, не впадет в уныние, но, потирая ушибленное место, тотчас обратит руки к Богу и восчувствует, как утверждают святые отцы, даже некую отраду, ославу и избаву. Господи,
в 100-й, в 1000-й раз я наступил на грабли. Господи, вновь шишки сыпятся на мою гордую выю. Но всем смертям назло я иду к Тебе и не обратился к иному врачу, токмо к Тебе, исцелителю души и тела моего. Прими меня в свои отеческие объятия. Вот так мыслит, дышит, говорит и чувствует великодушие, поселившись в сердце человека. Оно учит совершенно особенным образом взирать на окружающих нас людей. Вот муж и жена прожили вместе 33 года у самого Синего моря. Вы знаете, как часто притупляется острота восприятия у людей, которые трутся бок о бок и, кажется, наизусть знают чужие и достоинства, и недостатки. Я его знаю как облупленного. Да что вы мне говорите о моем муже? Плоская душонка, нуль в духовном отношении. Крестится, молится, знаю я его молитвы, все делает на показ. Ах, как часто мы просто с цинизмом говорим о ближних, не допуская самой возможности воздействия на их сердце божественной благодати. А ведь в какую меру мерите, в ту и возмерится вам. Что о ближнем говорите, то получите взамен. Великодушный человек не будет отождествлять человека с его греховными немощами. Напротив, будет стараться разглядеть в нем сияющий образ Божий, хотя бы и перепеленутый, хотя бы и сокрытый под облаком страстей. Человек великодушный обладает особым тактом, деликатностью, умением подойти к человеку вовремя или стушеваться тогда, когда не вовремя, предоставляя ему нравственную, внутреннюю и внешнюю свободу. Великодушие, мне кажется, невозможно воспитать внешним образом. Оно передается от уст к устам, от сердца к сердцу, в соответствии с русской пословицей: с кем поведешься, от того и наберешься. Но кажется, что начинается великодушие с улыбки, как с ручейка начинается река. И если я нахожусь на людях, я просто не оставляю за собой никакого права выходить к ним хмурым, недовольным, бурчать что-то под нос, улыбаться одним уголком рта, а левый опускать вниз, иметь на языке мед, а под языком лед. Нет, братцы мои, великодушие растапливает человеческое сердце, делает его мягким воском. Великодушие учит нас служить ближнему не в четверть, не в полсилы, а всем существом, ибо любовь подлинная, жертвенна, а значит, захватывает и ум, и сердце, и чувство, и душу, и тело человека. Великодушный похож на свечу, которая умаляется, отдавая все тепло и весь свет, какие только сокрыты в этом маленьком фитильке. И мне кажется, что начерченная сегодня нами программа настолько проста и безыскусна, настолько доступна и простецу, и мудрецу, что у нас не остается никаких причин отлагать на завтрашний день то доброе, что мы призваны сделать сегодня: засиять терпением и великодушием, дабы в следующий раз, когда мы с вами, я очень в это верю, увидимся, мы будем беседовать о третьей добродетели исчисленной нами триады, запечатленной в молитвах святого Иоанна Златоустова: «Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Аминь». Просветляется Русь, пробуждается, вот уж небо над лесом светлей, и душа чистотой напояется из прозрачных ладоней дождей.